Продолжит наш эфир брифинг по эпидобстановке в Якутии. Узнаем актуальную информацию по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в регионе, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, о текущей ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Управления Роспотребнадзора по республике, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация характеризуется наличием 99 новых случаев новой коронавирусной инфекции на территории республики. При этом необходимо обратить внимание на то, что в столице республики зарегистрировано 55 новых случаев. Это является цифрой, которая на настоящий момент является цифрой и подконтрольной цифрой органам здравоохранения республики, то есть контролируемая ситуация в целом. Наиболее сложной ситуацией является ситуация в Мегино-Кангаласском районе, в котором намечаются и продолжается тенденция темпов роста, и сегодня зарегистрировано 24 новых случая в республике. В Горном районе зарегистрировано 4 случая, в Амгинском, Намском, Нюрбинском районах по 3 случая, в Нюрингринском 2 случая, в Вилюйском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Татинском и Хангаласских районах по 1 случаю. На настоящий момент не зарегистрировано случаев новой коронавирусной инфекции в 11 муниципальных образованиях Республики Саха-Якутия. За сутки также мы осуществляем и проводим лабораторные исследования новой коронавирусной инфекции, и в целом за сутки проведено около 1000 исследований. Всего за период пандемии на территории республики было проведено порядка 1 068 000 тестов на новую коронавирусную инфекцию. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация подконтрольна органам государственной власти республики, органам местного самоуправления, и, соответственно, намечаются определенного рода темпы снижения распространения заболевания. Тем не менее, несмотря на это, цифры выявленных заболевших действительно являются достаточно высокими, в связи с чем необходимо обратить внимание на следующие новые тенденции, которые появились среди заболевших и среди выявленных больных. Во-первых, увеличилось число семейных контактов. И сегодня на настоящий момент, если брать, например, город Якутск, то основные поступившие вчера в Якутскую городскую клиническую больницу – это 8 семейных контактов, 8 семейных, по сути дела, групп. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на то, что при первых же появлениях заболеваний, при заболеваниях, при передвижениях ваших родственников особое внимание, обращайте внимание на семьи. Вторая тенденция, которая характерна сегодня, это увеличилось количество, в том числе молодых граждан, заболевших новой коронавирусной инфекцией. На настоящий момент особое внимание хотелось бы обратить на беременных женщин, которые на настоящий момент у нас. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке, а мы идем далее. Переходим к новостям. Неосторожность при курении стала предварительной причиной трагического пожара в Якутске. Сегодня в 3 часа 26 минут ночи на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме на переулке Бурнашова в городе Якутске. Уже через 6 минут после сообщения о пожаре на месте работали огнеборцы. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1986 года рождения. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Добавим, что на момент прибытия первого пожарного подразделения из окон 2-го этажа вырывалось пламя и горела кровля. В результате пожара огнем поврежден 2-й этаж дома и кровля на общей площади 50 квадратных метров. Всего на тушение привлекалось 5 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава. Роскачество предостерегает об активизации мошенничеств с социальными выплатами, о которых объявил президент России Владимир Путин. Во время послания Федеральному собранию он пообещал выплаты в 10 000 рублей на каждого школьника. По состоянию на начало мая детали выплаты, соответствующие нормативные документы, пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже сейчас охотно предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют их подробные условия. Гражданам следует дождаться заявлений из официальных
официальных источников, например, на портале госуслуг или из сообщений информагентств. При этом стоит остерегаться рассылок, имитирующих дизайн сайта госуслуг, которые обещают оформление выплат. Кроме того, в майские праздники активизировались мошенники, которые имитируют подбор предложений по авиабилетам. Разновидностью такого мошенничества может быть предложение приобрести детские туристические путевки с кэшбэком в 50%. Отмечается, что настоящая их продажа от государства откроется только 20 мая. Управление автодорог Якутии ввело временное ограничение для движения транспорта на транзитном участке автодороги Умнас в селе Булгуняхтах Хангаласского района. Ограничение действует с 4 мая для транспорта с общим весом свыше 2 тонн с организацией движения по одной полосе. Решение принято из-за разлива талых вод в населенном пункте и угрозы размыва дорожного полотна. Власти республики предложили включить поддержку и развитие кочевого образования в государственную программу «Дети Арктики». Отмечается, что в настоящее время отсутствуют организационные и финансовые механизмы, которые обеспечивают систему кочевого обучения. Также необходимо создавать материально-техническую базу в местах кочевий. Имеется дефицит разработанных методик обучения и воспитания детей с учетом особенностей кочевого образа жизни, а также учебников, учебных пособий и дидактических материалов, адаптированных для таких детей. Также среди проблем данной сферы названы отсутствие системы подготовки педагогов со знанием языка, культуры и традиционного хозяйствования жителей тундры, которые могли бы полноценно обеспечивать образование в экстремальных условиях Крайнего Севера. Приближается один из самых дорогих и светлых праздников для каждого жителя страны – День Победы. В республике еще действует ряд ограничений из-за пандемии коронавируса, поэтому большинство мероприятий, приуроченных к 9 мая, пройдут в онлайн-режиме. Среди них свеча памяти, акция «Бессмертный полк» и другие. Но все же есть часть мероприятий пройдет в офлайне. Уже сейчас на площадях, в торговых центрах и на заправочных станциях волонтеры раздают один из символов праздника – георгиевские ленты. 6 и 7 мая 4 агитбригады проведут акции «Поем двором» и парад под окнами ветеранов. В эти дни во дворах домов Якутска, где проживают ветераны, пройдут праздничные концерты с участием артистов театров и филармонии. В мультимедийном парке «Россия. Моя история» 7 мая откроется выставка военной истории. 8 мая торжественно возводим знамя Победы. Это пройдет на площади Победы. И 9 мая возложение цветов мемориальной доске на площади Победы. Также у нас пройдет большой автопробег. Автопробег – это раритетные техники тех времен, военные техники. Да? Это совместно мы проведем автопробег с ДОСААФом. Хандыкчанка Валентина Токарева – настоящий труженик села. Работала кочегаром, штукатуром, маляром. Рано оставшись вдовой, она всю жизнь посвятила своим детям. Валентина Архиповна Токарева живет в Хантыке более полувека. По профессии она телеграфист. Но так сложилось, что до пенсии трудилась на мужских работах. Начинала фактуровщицей на складах ПМК, а после смерти мужа вынуждена была идти работать кочегаром. Надо было поднимать на ноги 4 детей-школьников. В те годы в котельных Хантыке были женские бригады, 3 кочегара и 2 зольщицы, по 12 часов в смену, и все вручную. Самое сложное в котельной было, вот когда чистка. Вот здесь жарко, и вот это дышать было. Газовый все равно, это после угля газ такой выдает. Вот это было. А вот загрузка идет лопатами. Мы уж как-то привыкли, и нам это было не тяжело загружать котлы. Вот. Валентина Архиповна 15 лет трудилась кочегаром. Летом подрабатывала штукатуром-маляром, а после пенсии еще 5 лет проработала на стройке. До 57 лет таскала цемент, раствор. Она по праву гордится зданием Хандыкской средней школы, первыми каменными домами, в возведении которых есть и ее вклад. Валентина Архиповна, несмотря на невзгоды, сумела сохранить бодрость духа. Она и теперь в свои 89 лет задорна и энергична. Я все время в движении. Работа была, тепличка, огород, занималась. Это меня увлекало.
Самая главная гордость Валентины Токаревой – это ее дети – Татьяна, Владимир, Любовь и Николай. Все они состоялись в жизни, получили рабочие профессии, сами уже дедушки и бабушки. Мария Винокурова, Богдан Тьянич, Хандыга, Тамбонский район. К другим темам. В теплице Аграрно-технологического университета реализуют рассаду цветов и овощей. Этой весной сотрудники университета посадили 80 тысяч единиц рассады, в том числе 51 вид цветов. Также в наличии есть рассада овощей и ягодных культур. Так, уже третий год в университете выращивают землянику и клубнику. Саженцы клубники уже раскупили. Из овощных культур наиболее востребованы рассада огурцов, томатов и перца. А вот баклажаны сотрудники университета посадили первый раз. Преимущество сорта «Алмаз» – высокий урожай. С 1 квадратного метра посадки можно собрать около 8 килограммов урожая. А если говорить о ценах, рассада огурцов, томатов начинается от 40 рублей. Землянику можно купить за 150, цветочная рассада стоит 40-50 рублей. Тем временем подготовка рассады, высадка растений и последующий уход за ними – это кропотливый труд. В этом сотрудникам Аграрно-технологического университета помогают студенты. С овощных культур мы посадили уже с февраля месяца такие сорта, как москвич, сибирская скороспелая, балконное чудо, орлиный клюв, верлёка. Из баклажанов мы садили сорт «Алмаз». Люди хорошо берут этот сорт. И с помидоров мы 3 сорта посадили. Это подарок Молдову, калифорнийское чудо и богатырь. Купили помидоры тепличные, купили цветы Антигуа, там еще много названий я записывал. Вот, посмотрим, еще, может быть, купим огурчиков. Очень довольны. Прямо здесь такая рассада шикарная, благоухает, зеленая, сильная чувствуется. Якутские фотографы все чаще добиваются мирового признания. Совсем недавно Алексей Васильев стал победителем престижного международного конкурса World Press Photo. А фотографии белых медведей из зоопарка Уртудайду, которые сделала Наталья Оконешникова, перепечатали многие мировые издания. Но красоту и самобытность Якутии отмечают и российские фотографы. Чем привлекает их наша республика, узнаем из следующего материала. Максим Авдеев – один из самых востребованных современных фотографов России. Он работает в разных направлениях – это реклама, фэшн, портрет. Но главная его страсть – это репортажные съемки, которые публикуются в самых известных мировых новостных ресурсах. В Якутии Максим успел побывать уже 12 раз. И вот первая, самая поездка в Якутию затянулась на 1,5 месяца. От Уснеры и Ленска до Тикси и Нерюнгри, мне кажется. Вот такой разброс был по кресту. Мне кажется, ты бывал в тех местах, где даже якутяне сами, наверное, да, не были. мы часто шутим с ребятами, которые живут в Якутске, что они не были в этих местах никогда. Максим любит приезжать в Якутию зимой. Его привлекают заснеженные пейзажи и суровый быт местных жителей. Очень красиво в плане природы, и пейзажи необычно. Особенно вот это вот... То есть я обожаю еще тундру, то есть вот всю северную арктическую часть Якутии. Просто для меня это, конечно, завораживающее зрелище вот этих снежных пустынь, сопки вокруг Тикси. То есть такой прям, такая эйфория, то есть настолько глаз и вот это ощущение какое-то непередаваемое, что это вызывает какое-то чувство просто, стоишь, вау, невозможно. Рассказывает о самых волшебных местах России и фотограф-путешественник Сергей Карпухин. Каждый год он приезжает в Якутию в поисках уникальных кадров. И именно его фотографии гранитных городов Улахан-Сис в Аллаиховском Улусе попали на страницы журнала National Geographic. Фотограф совершил около 30 экспедиций по нашей республике, причем его интересуют именно те места, которые находятся вдалеке от туристических маршрутов. Сергей Карпухин даже выпустил фотоальбом под названием «Неизведанная Якутия». Весь этот альбом, он выстрадан, конечно, этими маршрутами. Естественно, это не стандартные путешествия. Это не то, что поехал на машине, вышел, сфотографировал, поехал ночевать в гостиницу. Нет, в основном все это происходило в походных условиях, в экспедиционных условиях. Вот, ночевки в палатках, все на себе в основном там. Ну, бывало, что и не на себе, там на лошади или на моторной лодке, но чаще всего на себе это все происходило. За этим альбомом гигантский труд, на самом деле. В него вошли 180 уникальнейших снимков природных памятников нашего региона. В красочном издании 11 глав, каждая посвящена определенному географическому месту. А под фотографиями можно прочитать комментарий автора, чтобы через кадр еще больше погрузиться в атмосферу удивительной Якутии. Максим Кардозу, Виктор Олисов, Джур Березкин, Москва. На этом пока все новости. О том, как будут развиваться события, расскажем в следующем выпуске. Не переключайтесь.